Доме дружбы народов имени Кулаковского прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей «Славим возраст золотой», где был дан старт декаде пожилых людей. В уютном зале Дома культуры собрались представители старшего поколения, почетные труженики, активисты ветеранских организаций из районов республики и участники Великой Отечественной войны. В этой праздничной обстановке знаками отличия были награждены заслуженные работники народного хозяйства и социальной защиты населения республики. Еще раз разрешите всех вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам активного действительно долголетия. Хочу сказать вот немножко статистики. В городе Якутске сейчас Всемирная организация здравоохранения считает пожилой возраст старше 60 лет. И вот в нашей программе «Адресная социальная помощь» на учете стоит 38 500 человек старше 60 лет, вот жителей города Якутска. Это еще не считая тех наших пожилых людей, которые приехали временно из улусов, районов, еще не оформили прописку в городе Якутске. Если посчитать с улусниками, то получается, наверное, цифра за 40 тысяч. Еще раз разрешите поздравить вас с праздником Днем пожилых людей, крепкого здоровья и счастья. В эти дни для старшего поколения пенсионеров, ветеранов традиционно проводятся досуговые и культурные мероприятия, акции, встречи и чествования. В рамках декады планируются концерты в домах-интернатах, тематические вечера, праздничные концерты для пожилых граждан в округах и пригородах столицы, встречи старшего поколения с учащимися школ и молодежью. Пожилые ветераны в течение декады смогут бесплатно и на льготной основе посетить Государственный цирк, Национальный художественный музей, Русский драматический театр имени Пушкина и театр юного зрителя. Ряд предприятий города в течение декады будут предоставлять для пожилых людей специальные скидки на свои товары и услуги. По замечательной традиции, каждый год в декаду, посвященную Международному дню пожилых, во Дворце детского творчества проходит ярмарка и концерт артистов школы третьего возраста. Здесь также пожилые люди получили благодарственные письма. Это те самые люди зрелого, мудрого возраста, успешно возглавляют общественные организации, стремятся вести активный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом и участвуют в различных мероприятиях, являясь для молодежи примером энергичности и оптимизма. Собравшихся поздравила первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова, социальные партнеры и общественные организации. Сегодня действительно замечательный день, и стало уже доброй традицией в нашем городе проводить декаду, посвященную пожилым людям. Сегодня такое понятие, как школа третьего возраста, уже очень прочно вошло в нашу жизнь, и оно уже никого не удивляет, и все уже понимают, о чем идет речь. И когда дома порой ищут бабушек или дедушек и спрашивают, а почему бабушки нет дома, и внуки отвечают, бабушка пошла на кружок в школу, все уже понимают, что бабушка не только занимается внуками, а еще и занимается своим творчеством, занимается собой, общается со своими подругами, и, конечно же, это здорово. Сегодня школу третьего возраста у нас активно поддерживают ветераны Сайсарского округа, Октябрьского, в Тулагидах, Хатасах. Но действительно хочется, чтобы в каждой управе, в каждом пригороде был такой филиал, Наталья Николаевна. Мы мечтаем об этом, и я думаю, мы очень постараемся за наш 4-й созыв что-то сделать для того, чтобы действительно появились такие филиалы. Дорогие наши ветераны, еще раз хочется поздравить вас с этим днем, пожелать вам всего самого-самого доброго, а самое главное – здоровья, оптимизма. И я думаю, вместе с вами мы с вами обязательно решим все наши самые трудные проблемы. С праздником! Всего вам доброго! Декада пожилых людей – это повод сказать всем нашим родственникам, бабушкам, дедушкам и знакомым огромное спасибо за их энергию и любовь к жизни. Старшее поколение вкладывает свои силы в воспитание молодежи. Нужно отдать должное их опыту и мудрости, благодаря которым наше поколение стремится к лучшему.